Ассаламу алейкум, приветствую вас на канале инновации горизонтальных связей. Сегодня я вам покажу в картинках краткую историю взаимоотношения ингушских и чеченских интернет-блогеров, касающихся истории. В общем, где-то в 2001-2002 году появился такой большой форум Кавказ-Веб. На тот момент он был самый большой форум, где этот форум принадлежал там адыгейцам или кабардинцам, и там были разные национальные ветки, и в каждой национальной ветке назначался свой модератор. И была ингушская ветка тоже наравне там с чеченской, даргинской, аварской, грузинской, армянской, в общем, все народы там были. И мне предложили через какое-то время модерировать ингушскую ветку. И после работы, по ночам, вечером я модерировал. И приходилось мне все читать, чтобы не было там каких-то руганий, чтобы не было тавтологии какой-то, чтобы не повторялись темы. В общем, следить за порядком там, на ингушской ветке на общественных началах. И тогда уже начали возникать какие-то исторические споры, разногласия. Тогда были рамки приличия, не было новых вот этих придуманных трендов разных, не было еще вот этих новоявленных историков, которые от себя городили. Поэтому отталкивались от того, что есть. И люди в основном, которые были в 2002 году, 2003, 2004, 2005, люди это были более-менее образованные, разумные. И у нас все общение было на хорошем уровне, в рамках приличия. Мы шутили там, все было в тактичной форме. И тогда я предложил, мы согласовали это с ингушами, которые были на этом форуме. Я как модератор их собирал отдельно, мы общались между собой. И я предложил чеченцам и ингушам, согласовав с ингушами, предложил чеченцам такую схему. Исходить из того, что когда-то в истории до определенного периода мы были войнахскими племенами. И были вот так представлены, так там Джарахой, Фяпи, Цхорой, Галгай, Орстхой, Мялхи, там дальше Эхки, Шуотой, Чаберлой и вот так далее. И предложил такую схему, что исходить из того, что до определенного периода, вот это когда один корень был, этот один корень воспринимать как войнахские племена, потому что у нас фактически до 20 века сохранилась родоплеменная система или общественно-родовая система, это социальный строй. Это говорит о том, что у нас не было в древности там общенационального сознания, потому что не может быть одновременно национальное сознание и племенное сознание. И предложил исходить из того, что до определенного момента у нас было общественно-родовой строй, и мы были войнахскими племенами. И предложил взять какой-то условный период, 500 лет или 600 лет, неважно какой, и договориться о том, что в дальнейшем мы будем исходить из того, что мы были здесь войнахские племена, на базе которых примерно там 600 лет назад какой-то период взять, оговорить его. И на базе войнахских племен начали формироваться два народа. Собственно, вот так вот.
чеченский и ингушский народ вот начали формироваться на базе вайнахских племен. Вайнахские племена вот до определенного периода это была одна история. История вайнахских племен. И примерно там 600-500 лет назад начали на базе вайнахских племен формироваться два народа с национальным самосознанием – чеченцы и ингуши. На что чеченцы отвергли это наше предложение. Это есть много свидетелей, которые было на форуме с тех пор. И большинство людей, которые сейчас участвуют, они на этом форуме присутствовали, потому что относительно истории чеченцев и ингушей это был основной форум. Были там какие-то Амина, Чат, Тептер, но там было все вместе, и там была модерация, то есть там глушили жестко и спокойно невозможно было там общаться. То есть какие-то они были обо всем и где-то однобокие, а Кавказ Веб, он был более в этом смысле заточен под это. И вот чеченские пользователи, которые были там, они отвергли вот это наше предложение и сказали: нет, нас больше, у нас мощная история, там мы воевали с Россией, там туда-сюда. Нам неинтересно варить, вот именно в такой форме был ответ. Мы ни с кем варить не хотим. У вас мало, у вас там маленькая история, у нас мощная, самодостаточная история, мы ни с кем варить не хотим, мы чисто вот будем развивать концепцию чеченской истории. Окей, сказали ингуши, и с тех пор мы стали развивать свою концепцию, чеченцы стали развивать свою историческую концепцию. Прошло какое-то время шло, шли годы, оцифровывались книги, материалы старые, и в интернете стало появляться много информации о том, что древние названия кисты, дзурдзуки, глигвы, названия народов и локализация мест, где жили, вот там, где упоминаются они, локализовывались в основном на территории Горной Ингушетии. И появились оцифрованные предания. Это не одно, не два, это много этих преданий. Преданий самих чеченцев, где говорится о том, что их предки происходят из Ингушетии, из Горной Ингушетии, конкретно из Галгай, из племени Галгай, от Галгай. Появились такие источники. Что привело к тому, что вот эти чеченские уже появились новые люди с новыми амбициями, с новыми представлениями. И они не захотели возвращаться к той схеме, которую мы предлагали изначально. Они решили развивать дальше вот такую схему. Типа, а давайте, решили они там между собой как-то, без нас, без ингушей. А давайте мы будем исходить из того, что ингушей вообще не было. Были одни чеченцы, нохчи. Тут они могли там туда-сюда как-то мигрировать, да, это говорится. Но это говорится, что эти вала это тоже были чеченские там тукумы, тейпы. И вот там типа чеченские тейпы, они могли отсюда мигрировали. Там об этом там предания, сказания остались. Ну и что? Ну, мы будем дальше исходить из того, что ингушей вообще не было. В природе были нохчо, а ингушей придумали там русские 200 лет назад.
На что и, ну, ингуши, естественно, были с этим не согласны. Стали говорить: вы что там, опухли, что ли? С чего это вы за нас решили? Кто туда-сюда? И, в общем, чеченские вот эти пропагандисты, еще раз обращаю внимание, я не говорю про чеченский народ. Я здесь не говорю про ингушский народ. 99% ни чеченцев, ни ингушей об этой истории не знают. Я говорю сейчас о блогерах и пропагандистах, которые в этом участвовали. Я в этом участвовал. Я за этой картиной наблюдаю 20 чем-то лет. Они изобрели такой троянский конь, назвали его план Борова. Это очень интересный план у них был и есть. Я дам на него ссылку. И в комментариях, и в описаниях вам дам. Очень интересно, почитайте его. План это заключается, коротко говоря, это договоренность о том, что банда вот этих лицемеров, банда лицемеров и жуликов договаривается о том, что мы якобы от имени ингуша Зялма Хаборова какого-то, которого они придумали, его в действительности так и не нашли, этого Зялма Хаборова, ингуша, который отсюда, типа там с Джейраха, родом. И план заключался в том, что вот эта банда, она формирует агрессивную пропаганду, направленную на стравливание ингушей между собой, на расчленение их на разные племена: Фяпи, Орстхой, Алгай, Чулхой, Цорой. И там конкретно они говорят о том, что давайте мы их стравим между собой, мы будем между ними какие-то эти небылицы придумывать, стравливать их, чтобы мы их расколем на части, а потом по частям поглотим ингушский народ, чтобы, ну, они исходят из того, что нам не нужно, чтобы здесь был ингушский народ, чтобы была Ингушетия, нам это невыгодно. Нам нужна история ингушей, территория ингушей, чтобы ингуши стали нохчи, короче. Мы их информационно пытаемся ассимилировать, короче. Ну, в общем, я ее скину, сами почитайте. И они начинают по всем возможным. Это происходит годами, десятилетиями. Люди занимаются этим конкретно. Конкретно годами этим занимаются профессионально десятки людей. И идет вот эта вот пропаганда, расчет на то, что вы все знаете этих людей, там этот Азамат Арзанукаев, там, ну, большинство вот этих блогеров, которые вот на этой чечено-ингушской розни себе сделали имя, они вот этим там все вместе занимались. В общем, ведется эта пропаганда агрессивная, наглая, хамская, так как будто ингуши не знали, кто их были предки, кем были их предки, ингушами или чеченцами. В общем, ведется наглая, огульная, хамская пропаганда, навязывание ингушам своих отцов. Вот они, хотите не хотите, признайте, что вот откажитесь от своих отцов и признайте, что наши отцы это ваши отцы. Это ни в какие ворота ни науки, ни культуры, ни тем более войнавского этикета, это никуда не лезут. Эти люди, видимо, сами, я не знаю, где они воспитывались, чего они хотели добиться. Добились они в итоге следующего.
что ингуши однозначно сделали вывод. Ребята, со своими имперскими мечтами, там, пожалуйста, свои планы Борова, там, вот это все, со своей великой историей, там, варитесь там между собой в своем соку. Мы вам предлагали приемлемую концепцию общей войнавского истории происхождения. Она приемлемая, она так было, вы от этого отказались. Потом вы начали выстраивать другую концепцию. Сейчас вы сами в ней разочаровались. Сейчас вы пытаетесь новую концепцию. Завтра вы в ней опять разочаруетесь. Начнете опять новую концепцию. Нам вы станете говорить: шом нохчи дацер, шом там сели дар, шом хири дар, шом мучардяхкат, шом циц андолж дацер, там туда оставаш. Эти вот сегодня это, завтра то, нам это не нужно. Мы галгай, были галгай и будем галгай. У нас своя история, у вас своя история, к нам не лезьте. По-хорошему, по-человечески, как у нас принято, не умеете, не хотите, мы на уровне вашего этого имперского шовинистического хамства, это для нас неприемлемо, и мы на этом с вами ничего уже варить не будем. До свидания. Это касается не чеченского народа, еще раз говорю, который 99% как минимум вообще не в курсе, что там происходит. Это касается вот этих жуликов, которые стравливали ингушей и чеченцев. И все это пошло из этих жуликов. В итоге, чего они добились? Они добились вот этого. Они добились размежевания и противостояния между чеченскими и ингушскими историками, культурологами и этнографами. Их не устраивает сейчас сложившаяся ситуация. Они не прекращают попытки всякого рода провокаций. Пропаганда уже никакая на ингушей не действует, потому что то, что было и в каком виде это было, вот этот план Борова, он у ингушей вызвал рвотную реакцию и абсолютное отторжение. Ингуши этих концепций не воспринимают никак. Эти продолжают беситься, продолжают разного рода провокации. И, естественно, на эти провокации отвечают здесь среди ингушей новые, старые, есть блогеры разные, тоже отвечают на них. Но то, что они добились четкого размежевания на уровне публичной обсуждения истории, этнографии в интернете, среди блогеров. Сегодня фактически нормальное общение сведено к самому нулю, около нуля. Вот чего они добились. Причина в этом складывалась вся ситуация так. Там кто-то это написал, кто-то это сказал, кто-то это сказал. Это все нюансы. В общем, картина вот такая. Хочет кто-то сказать: нет, не так там было, так там было, вот именно вот так вот. У меня нету никакого интереса врать, завирать. Мне 53 года. Я не ребенок, чтобы что-то сочинять из своей головы. Все, кто в этом участвовали, все знали, что происходит. Все это видели. Большинство людей не понимают. Вот я это показываю для тех, которые не понимают,
и тех, которые сейчас новые приходят и начинают в этом участвовать, обращаясь к ингушам, говорю: не реагируйте на провокации, потому что этим людям не нужна история. Их история не интересует. Они историю не обсуждают. Они занимаются пропагандой. Они занимаются информационной агрессией. Они пытаются создать психоз. Они пытаются создать нервозность. Они пытаются отвлекать нас от своих внутренних проблем. Видимо, у них своих проблем нет, у них все нормально, и вот они больше им заняться нечем. Там определенные у них ограничения на что можно говорить, что нельзя говорить. А вот сюда, видимо, дан зеленый свет. Вот сюда давайте стрелы, пускайте ядовитые свои, давайте вперед, чахах, короче. Нам эта рознь не нужна. Это рознь, которую развивают вот эти провокаторы. Люди, которые заходят, вот ты отвечаешь этому провокатору, ты начинаешь ему в ответ, я в том числе, все мы в этом. Ты начинаешь этому провокатору отвечать, этот провокатор выставляет это потом, что ты это говоришь против чеченского народа. И так начинают переносить свои провокации, втягивать в них народы. Делают провокацию, ты отвечаешь на провокацию, они, ты против чеченского народа, вот смотрите, потому что они против чеченского народа это говорят, они нас так говорят, нас так говорят. Это провокаторы, история их не интересует абсолютно. По любым вопросам истории, я вас убеждаю, нам, ингушам, здесь что-то переживать, беспокоиться, что-то придумывать не надо. За нас уже тысячелетиями все придумали, и все вот так библиотеки бетонные, крышку на крышку сложили. Все, история у нас все там записано. Все эти дешевые провокации, когда где-то что-то выдергивает, вот так сказали, там так написано, так сказано. Валлахи, билляхи, таллахи, это все 100% разбивается. Вот все материалы, которые есть, по большому счету, они говорят об одном. Нету никаких причин всерьез это воспринимать. Это только пропаганда и информационная агрессия от кучки провокаторов. Кучка провокаторов, которые пытаются навязать придуманную ими сами себе историю. Вот это пропаганда, это не история, это не обсуждение истории, это не обсуждение аспектов истории, это не спор за историю. Это попытка навязать нагло, хамски навязать свою пропаганду. Наглые, хамские попытки стереть из истории, с карты страны ингушский народ, ингушское историческое наследие. Это историческое мародерство. Все, больше в этом ничего нет. Серьезно к этому относиться нет никакого смысла. Если было бы какое-то там серьезное основание, мы бы серьезно вступали бы в какую-то серьезную полемику. Если кому-то интересно, задавайте вопросы, я вам дам ссылки. Все есть. И у Берже, и чеченские предания, где говорится, что они происходят, что чеченские предания Берже записал со слов Наиба имама Шамиля, чеченца, чеченские предания о том, что Нохчо родился среди галгай, был галгаевцем,
потом переселился в Маисты, потом в Нашах, потом из Нашаха. Это все описано. Все известно. Поэтому не путайте отношения ингушей и чеченцев между народами. Мы как были братские народы, так и остаемся. Вот общение блогеров между собой и пропагандистов в интернете, которые вот есть, отвечают на это хамство и вот эти хамские попытки вот этой информационной агрессии какой-то группы блогеров. Это между собой не путайте. Когда высказываете, не надо говорить в адрес всего чеченского народа и так далее, потому что 99% как минимум чеченского народа не в курсе вот этой всей этой хабальщины, которая там происходит. Не в курсе. Мошенники, жулики, они не ставят всех в известность в своем мошенничестве. Они так пробуют. Не получается, потом так пробуют. У них свои шовинистические, свои мошеннические. Кто-то просто делает себе рейтинг, делает и на этом тупо зарабатывает. Вот и все. Вот, в общем, вкратце такая история. Хотите ешьте, хотите нет. Этот план Борова я вам ссылку в описании скину и в комментарии скопирую этот план Борова. Рекомендую. Почитайте внимательно и посмотрите, о чем там эти товарищи договариваются. Этот план Борова, он появился у них, эта идея, где-то в 2005-2006 году. Где-то вот с тех пор они начали с ним носиться, короче, по всему интернету. А потом он их вылез наружу. Они думали, что они там, это как это... Братство вольных каменщиков будут там какие-то секреты столетиями там этих. Ну все, власть не умеют люди, короче. Хотят, но не получается. Всем ассаламу алейкум, дал борца болвай. Оваче вперед forever.